Расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике проходило в открытом формате. Помимо депутатов руководства Генпрокуратуры, на встрече присутствовали представители медицинского сообщества республики, общественность, пресса. Заседание открыл спикер Народного собрания Валерий Кварчия. Депутат парламента и председатель Государственного правового комитета Валерий Агарба высказал недовольство по поводу того, что депутаты не были приглашены на коллегию Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура проводила коллегию. Вкратце об этом спикер говорил, с участием представителей глав исполнительной власти, глав судебной власти в лице председателя Верховного суда, в присутствии министра внутренних дел, председателя службы государственной безопасности, но не удосужились, конечно, хотя надо было, конечно, пригласить и нас. Почему мы не удосужились такой чести, что присутствуете на коллегии по докладу о состоянии законности и правопорядка. Ну, это, конечно, ваше решение, ваше право, хотя, как мы все знаем, известно, что высшие должностные лица, руководители Генеральной прокуратуры назначаются и утверждаются парламентом по представлению президента. Именно парламент наделяет широкими полномочиями в соответствии с Конституцией, в соответствии с законом о прокуратуре, высших должностных лиц, то есть генерального прокурора, первого заместителя, заместителей. Но раз прокуратура посчитала, что мы можем ограничиться только общением на уровне избрания, наделения вас полномочий, и более, так как нас не было на коллегии, и мы не получили доклад, хотели как раз воспользоваться этой возможностью и услышать из уст руководителей прокуратуры, генерального прокурора, первого заместителя прокурора, о состоянии, здесь записывает, так что слышно все. Вообще о состоянии дел мы присутствовали с вами на заседании президента, которое было несколько недель назад, где присутствовали также и представитель Верховного суда, представитель министра внутренних дел, представитель СГБ, представитель президента в парламенте, секретарь Совета Безопасности. Вот на этом заседании присутствовал я и как представитель Комитета по государственной правовой политике и заместитель Каха Пертая. И также был вопрос поставлен на тех преступлениях, громких преступлениях, как идут дела с раскрываемостью, какие успехи у прокуратуры, ну, в том числе, естественно, о преступлениях коррупционной направленности. И были поставлены задачи в ближайшее время показать какие-то результаты продвижения дел, которые затянувшиеся, громкие, резонансные преступления. Но со стороны заместителя генерального прокурора был только представлен результат коррупционной направленности, борьбы с коррупционной направленностью. Это известное задержание сотрудников ГАИ за взятку 7 тысяч рублей. И больше похвастаться нечем было там на тот период. Но вот здесь за такой короткий период произошли активные действия, поэтому мы хотели бы из уст ваших услышать, какие действительно резонансные преступления имеют уже какой-то вот результат. Это я имею в виду и известное преступление убийства более года назад Алхаса Авизба, Стамура Шамба, Доминики Акертава. Это убийство в следственном изоляторе поселка Дранда, на котором, кстати, прокуратура осуществляет надзор за соблюдение законности и содержания пассажа. Ну, естественно, тем более, как раз в этом контексте предмета коррупционной направленности, тем более вы уже на коллегии объявили, что 2021 год объявляется годом борьбы с коррупцией, поэтому я хотел бы так поставить нашу работу, чтобы мы могли объективно разобраться в самом процессе этого. Мы предоставим слово Генеральной прокуратуре. Генеральный прокурор Адгур Агарба высказал мнение, что на коллегию обычно приглашаются сотрудники правоохранительных органов и президент. По сложившейся практике на коллегию Генеральной прокуратуры всегда приглашались представители правоохранительных органов и глава государства, который возглавляет исполнительную власть. Мы в соответствии с законодательством подотчетны парламенту, поэтому ежегодно представляем вам информацию. Информация в настоящий момент еще не направлена всем правоохранительным органам, в том числе и парламенту республики. Она в обязательном порядке будет вам предоставлена. Это не означает, что мы проигнорировали в парламент. У нас всегда были тесные взаимоотношения. Во всяком случае, я так понимаю, до сегодняшнего дня, может и дальше будет. У нас
происходить тесные взаимоотношения в качестве законодательного органа. Мы со своей стороны в качестве надзорного органа должны взаимодействовать. Мы никогда не было такого, чтобы не присутствовали или злоупотребляли своим отсутствием на сессиях парламента или на комитетах. Всегда, когда нужно было предоставить какую-либо информацию, замечания, предложения по тем или иным законопроектам, все выполнялось всегда своевременно. Поэтому я думаю, что упрекнуть в этом прокуратуру сегодня никто не может. Что касается материалов и уголовных дел, о которых озвучил здесь представитель комитета Валерьевич, руководитель Вячеслав Валерьевич, правильно? Валерий Владимирович. По поводу того, что вы озвучили, и коррупционных дел, других дел, которые сегодня находятся в производстве прокуратуры. По этому поводу уже мы неоднократно делали обращения, давали интервью, доводили до нашей общественности, наших граждан, что в 2020 году Генеральной прокуратурой было возбуждено очень много уголовных дел, в том числе и коррупционной направленности, по которым задерживались люди. Материалы соответствующие поступали и в суд, и города, и в Верховный суд, и по ним давалась правовая оценка. Сегодня в производстве Генеральной прокуратуры находятся очень серьезные и резонансные дела, и вы об этом хорошо знаете. На какой стадии они находятся, детально мы их, наверное, обсуждать не будем. Почему? Потому что уголовное процессуальное законодательство нам не позволяет этого делать. Но мы можем сказать, что очень многие дела, которые вы озвучили, они находятся на стадии завершения. В частности, это касается, допустим, уголовного дела по факту убийства 3 граждан, которое имело место на набережной Махаджира в городе Сухум. Очень большой объем работы, который мы выполняли в течение всего 2020 года. Возможно, что дело немного затянулось, но процессуальные сроки не нарушены. Все делается для того, чтобы в ближайшее время его завершить и направить в суд. У нас имеются определенные доказательства, но оценку этим доказательствам будет давать суд. Дело находится на стадии завершения. То же самое резонансное дело в отношении генерального директора Абхазтоп Авизба Беслана. Мы про это дело тоже много раз говорили. Там имеются хищения на десятки миллионов рублей. Как вам известно, сегодня у нас на территории Абхазии не проводятся такие профильные экспертизы, которые могут нам дать заключение в рамках уголовного расследования. Мы вынуждены обращаться в Российскую Федерацию, направляем поручения, назначаем экспертизы, которые длятся на протяжении нескольких месяцев. Это в среднем занимает где-то до полгода, от 6 до 9 месяцев у нас длится только одна экспертиза. Поэтому, если говорить о таких серьезных делах, все серьезные дела требуют большого количества времени, тем более в тех условиях, в которых мы находимся. Сейчас мы скоро должны получить бухгалтерскую экспертизу, мы дадим окончательную оценку действиям Беслана, Авизба, генерального директора. Возможно, будут еще и другие фигуранты по этому делу. И в ближайшее время, я думаю, что это дело тоже уже находится на стадии завершения. Единственное, что сейчас следствие у нас немного затягивается только по той причине, что мы еще не получили экспертизу из Российской Федерации. Как только она придет, это дело также будет завершено и направлено в суд. Что касается водопровода, вы озвучили, которое имело место в селе Чулово. Это дело находилось в Ачамчийской прокуратуре. Потом сторона защиты подозреваемых, обвиняемых лиц, они обратились с жалобой в суд. Суд отменил решение прокуратуры, затем обжаловали, и эта жалоба длилась несколько месяцев. Сейчас это дело находится в Генеральной прокуратуре. Кстати, тоже имеются по делу доказательства, нами добытые, особенно в последние месяцы, тоже находится на стадии завершения. И говорить, какими делами мы занимаемся, конечно, мы занимаемся серьезными делами, и поэтому все серьезные дела требуют большого количества времени, я еще раз повторяюсь. У нас там 4 подозреваемых, всем предъявлены обвинения, ущерб установлен, поэтому я думаю, что окончательное решение будет выносить суд. Если какие-то у вас... По Сбербанку. Как вам известно, у нас находится уголовное дело. Мы возбудили в январе 2020 года. Этот материал я сам лично изучал после того, как был назначен законодательным органом. После моего появления в прокуратуре я сам лично его поднимал
До этого ранее в прокуратуру направлялся материал аналогичный из Национального банка. Он пролежал в прокуратуре 2 года. Впоследствии мы истребовали дополнительные материалы. Председатель Национального банка и председатель Сбербанка, они нам направили материал. Мы дали оценку, возбудили. Маленькая ремарка, извиняюсь, что просто понимали, если кто не знает, здесь идет вообще речь о хищении почти миллиарда. Да. Для информации. Ущерб, нанесенный государству, насчитывает 730 миллионов рублей. Сегодня по версии следствия. Нами проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Сейчас недавно направлено поручение в Российскую Федерацию. Там очень большой объем работы. Я хочу сказать по этому поводу, что такая проблема по таким экономическим преступлениям, она существует не только у абхазских правоохранительных органов, у нашей прокуратуры. Точно так же расследуются дела, несмотря на то, что все условия сегодня имеются в Российской Федерации, они также расследуются на протяжении года, 1,5 года и более. Бывают такие дела. Это очень трудно доказуемые дела. По таким делам всегда имеются определенные мошеннические схемы, которые нужно выявлять. И с учетом наших возможностей и тех условий, в которых мы находимся, мы делаем все возможное. Так что поручение направлено в Россию, тоже придет не скоро, кстати, это будет через несколько месяцев, мы лукавить не будем, но несмотря на это мы надеемся, что у нас будет результат. В чем тогда, поясните, если по таким важным коррупционным делам нужно определенное время, подготовка, в чем же тогда была такая поспешность без подхода, такого аккуратного, как вы говорите, серьезного подхода, когда 1 числа февраля 2020 года генеральный прокурор отменяет ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Гургуля, главы Аполлона Масхановича, главврача республиканской больницы, заместителя главврача Георгия Вуба, по итогам 10-месячной проверки, в которых не усматривались признаки состава преступления, отменяет решение, в течение буквально нескольких дней возбуждает уголовное дело, поручает провести дополнительную проверку. Генпрокурор Адгур Агрова, обращаясь к депутату Валерию Агрову, подчеркнул, что последний владеет недостоверной информацией. Как отметил генеральный прокурор, с декабря 2019 года в Республиканской больнице контрольно-ревизионное управление Министерства финансов проводило проверку, по результатам которого материал был направлен в Генеральную прокуратуру. Усматривалась растрата и превышение должностных полномочий со стороны главного врача и его заместителя. Мы, естественно, приняли материал в производство, проводили проверку более полугода. Проверкой занималось общенадзорное управление. После того, как были выявлены признаки состава преступления, на усмотрение начальника общенадзорного управления материал был переслан в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Там, в свою очередь, также проходила проверка на протяжении нескольких месяцев. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако на тот момент было абсолютно очевидным, что были растрачены деньги в размере 1 240 000 рублей и еще подсчитан ущерб, амортизация оборудования на 1 600 000 рублей. Итого все вместе это составило 2 800 000 рублей. С учетом того, что было вынесено постановление об отказе и отсутствовали достаточные основания для возбуждения уголовного дела, Генеральной прокуратурой республики, в частности заместителем Тыркба, было внесено представление в адрес министра здравоохранения о применении в отношении представителей республиканской больницы, в частности руководства, дисциплинарных наказаний, а также обязали в своем представлении возместить причиненный ущерб государству. Представление в соответствии с законом о прокуратуре рассматривается в течение 30 дней. По истечении 30 дней мы связались с министром здравоохранения, который нам сказал, что никаких мер принято не было. То есть никаких мер дисциплинарного характера, в том числе никто из них не удосужился вернуть государству денежную сумму. Но министр не принял никаких мер. Он не принял, да. Это мы не знаем, посчитал или не посчитал, это я не могу оценивать. Не принял, да. После этого прошло еще какое-то время, дней 15-20.
Мы в очередной раз связались с министром, он говорит, что решения нет. Тогда... Ничем не мотивировал. Ничем не мотивировал, да, абсолютно нам непонятно, почему такое происходило у них. Тогда, в соответствии с законом о прокуратуре и уголовно-процессуальным законодательством, но до отмены этого решения были приглашены главный врач республиканской больницы. У меня с ним была беседа. Я ему объяснил ситуацию. Мы ему пояснили, что он очень уважаемый человек в республике, и все его хорошо знают, что есть определенного характера нарушения, которые необходимо, в частности ущерб, необходимо возместить. Но из этого диалога, состоявшегося с нами, я понял, что возмещать ущерб никто не собирается. Более того, на тот момент в Генеральную прокуратуру поступило заявление от господина Волба, который открытым текстом указывал в заявлении, что если он является преступником, почему в отношении него тогда не возбуждено уголовное дело? То есть не принято процессуальное решение. Считая себя... Да, считая себя невиновным. И также просил дать опровержение в средствах массовой информации о том, что он невиновен. Просил провести дополнительную проверку. Да. С учетом этого заявления... Поправочка. Да, можно я? Что Гургуля такое же написал письмо на имя министра здравоохранения Павла Масановича. Но оно к нам не поступило. С учетом этого заявления мной в соответствии со статьей 37 Уголовно-процессуального законодательства было принято процессуальное решение. Постановление об отмене, об отказе было отменено. И вот там мы уже стали проводить дополнительную проверку, о котором вы говорили, что мы не выполнили ни одного следственного действия. Мы выполнили ряд следственных мероприятий, мы допросили очень много свидетелей, мы произвели выемку необходимой документации, которая впоследствии послужила основанием для возбуждения уголовного дела. С учетом всех материалов, полученных впоследствии после отмены, у нас были основания для возбуждения, и мы приняли процессуальное решение. Депутат Валерий Агрба поинтересовался у генерального прокурора, почему не был составлен процессуальный акт в отношении лиц, против кого предполагалось возбуждение уголовного дела, почему обыск в больнице проводился без санкций суда. Если вы говорите, что вы обращались к министру здравоохранения, он не принимал никаких, на представление прокуратуры, никаких мер, вы могли бы и воздействовать на министра здравоохранения. Подождите минуточку. Это раз. Второе. Когда вы говорите после того, как вы отменяете или там встречались с Гургулей, приглашали в прокуратуру Масхановича, предлагали компенсировать нанесенный ущерб. Это уже, как вы говорили, там через 15 дней после представления министра здравоохранения. А почему, когда вы 10 декабря 2020 года, публикуя на сайте, публиковали спутники заявление о том, что обвинили в хищении государственных бюджетных средств Гургуль, почему вы ранее не предложили ему, раз вы считаете, что он уважаемый человек, и почему вы не предложили возместить, подождите, дайте я договорю, почему вы ранее не возместить, не предложили такой вот, к нему подход такой благородный не проявили, чтобы не порочить имя его на всю Абхазию. Это раз. Второе. В чем вот вопрос? Отменяю вы постановление о возбуждении, отказе возбуждения уголовного дела в соответствии, как вы говорите, процессуальным кодексом. Почему вы не вручили уведомление, этот процессуальный акт лицам, в отношении которых предполагается возбуждение уголовного дела, чтобы они могли свои права защитить? Второе. Третье. Почему вы пришли в тот день в больницу, ну, вы дали поручение правоохранительным органам, как мы знаем, спецназ и так далее, без санкций суда? Мы возбудили уголовное дело. В тот же, понятно. Да, в тот же вечер мы задержали Цкуа. Он сам явился в прокуратуру, был задержан. За что? Почему? Он скрывался от вас или нет. что? Что мы не имеем права задерживать? Имеете, конечно. Я говорю про персональное применение. Статья предусматривает, это особо тяжкое. Категория особо тяжких относится, да, и предусматривает задержание. И следователь в соответствии со своими полномочиями задержал. Гургуля почему не задержали в УПА? Давайте поэтапно я скажу. Давайте. Особо тяжкое представление. Преступление. Так, объясните. Да. Что касается Волба и главного врача Гургуля. Значит, на следующий день уже были запланированы следующие мероприятия. Цкуа был задержан. Приглашался Волба в здание Генеральной прокуратуры для того, чтобы произвести допрос его.
С ним связывался вот следователь Квицигер, который здесь находится. Он дважды отказался и сказал, что мне не до вас. И в прокуратуру я не приеду. Третий раз, когда он ему звонил, он вообще трубку не поднял. После этого следователь дает поручение установить его местонахождение. Его местонахождение было установлено, и его в принудительном порядке доставили в Генеральную прокуратуру. Принудительно? Нет, лично я. Вот вы были вместе. Оперативные сотрудники. Это начальник. Дима, ты сотрудник оперативного. Вот как было. Ты уже работаешь по информации. Какие меры воздействия я не применял. Значит, смотрите, местонахождение Волга было установлено. Они были приглашены, начальник сказал, что необходимо явиться. И они вместе приехали в здание Генеральной прокуратуры. Тем временем следователь находился в республиканской больнице. Да. Цель следователя заключалась в следующем. Никаких задержаний в республиканской больнице нами не планировалось. Мы в соответствии с УПК планировали производство обыска в целях, не терпящих отлагательства. Вот о чем вы говорите, почему у вас не было судебного решения. Когда это происходит, в какой форме? В чем неотложность была? Скажите. Я вам поясню. Объясните, в чем неотложность? Я вам поясню. Когда Волга отказался являться в прокуратуру, естественно, мы стали понимать, что человек не хочет с нами сотрудничать. Возможно, могут быть уничтожены документы по той информации, которая у нас имелась. Мы оперативно, следователь выехал в больницу и взял с собой представителей оперативной службы. Их было всего 4 человека на момент его прихода. Да. По 2 человека находились по входу кабинета у Бургуля и у Волга. Обыск у Бургуля был произведен оперативно, правильно? Да, там никаких препятствий не было. А вот когда уже дошла очередь до служебного кабинета Волга, там у нас стали возникать препятствия. Но к тому времени в республиканскую больницу совместно с оперативными сотрудниками, после того, как стало известно, что следователя на работе нет, он находится в больнице, Георгий Волга вместе с начальником МУР Абхазии приехал в республиканскую больницу. Ему было предложено, он явился туда, ему было предложено вскрыть служебный кабинет, на что он отказался и сказал, что этого делать не будет. Это означает о том, что он оказал нам воспрепятствование. Следователь предложил ему произвести обыск с его участием, что так нужно сделать, так будет правильно. Он отказался и стал от него уходить. Вышел, я не знаю, на улицу, ему стало плохо. Коридор. Да. Скажите, пожалуйста. После этого, когда Георгию Волга, насколько мне известно, стало плохо, его уложили в реанимационное отделение, насколько я знаю, медицинский персонал, туда приехали родственники, и там уже были представители парламента. Они, честно говоря, на мой взгляд, я это так понимаю и никак по-другому оценить это не могу, когда следователь выполняет свою работу, не превышая своих должностных полномочий, мы не вмешиваемся, допустим, в работу органов законодательной власти или еще что-то. То же самое должно быть, такое же отношение должно быть и к работе следователя. Вам депутаты препятствуют чем-то? Сейчас речь не о депутатах, я говорю, что они присутствовали тоже. Да. А медицинский персонал и родственники, я сам лично это слышал, когда туда приехал, говорили, что только через наш труп вы зайдете в помещение служебного кабинета. Это мы расцениваем как воспрепятствование. Установление возбуждения. Как раз таки мы и уведомления, и все остальное готовили, вручили Волга в тот день, когда мы его вызывали, когда это все и происходило. Однако он не явился в прокуратуру. Каким образом? Вы отменили 1 февраля. Подождите, 1 февраля вы отменяете решение, а в больницу вы приезжаете 10 февраля. За 10 дней вы не могли найти возможность вручить постановление об отмене Бургуля, Волга и Цкула? Об отмене. Да. Все процессуальные. Объясните, почему вы это не... Вот вы говорите, все процессуальные действия вы соблюли. Нет, я вас, вы отменяли. Генеральный прокурор отменил. За вашей подписью. Почему вы лишили прав возможности защиты своих прав? Мы не лишили. Более того, наше постановление обжаловано и находится в суде. Постановление обжаловано на возбуждение уголовного дела. А я вам говорю об отмене, ранее утвержденное об отказе возбуждения уголовного дела по итогам 10-месячной проверки. А мы вам говорим, что все процессуальные... Потому что я вам говорю еще раз конкретно. Мы вам говорим, что все процессуальные действия были соблюдены. Далее выступили представители медицинского общества, которые выразили свое отношение к произошедшим 10 февраля событиям в республиканской больнице. Те меры, которые были применены при проведении каких-то процессуально-следственных действий в нашей больнице, нас всех возмутили.
В первую очередь, почему? Мы в совершенстве не знаем наше законодательство, как это все должно происходить, но мы живем в Абхазии, мы все понимаем, кто мы, что мы делаем, ради чего мы делаем. На сегодняшний день обвиняются люди, которые внесли большой вклад в здравоохранение Абхазии. Это Аполлон Алмазханович Гургулия, который во время нашей Отечественной войны проводил операции в полевых условиях. Сегодня обвиняется Георгий Вооба, который уже на протяжении 20 лет является ведущим специалистом в своей области. И нас это не может не затрагивать. Поэтому мы обращаемся и в парламент, и к президенту для того, чтобы провели объективное расследование и дали объективную оценку всему тому, что произошло. Мы ни в коем образом не вмешиваемся. Если человек виноват, он понесет свое заслуженное наказание. Мы никак не хотим повлиять или подавлять на прокуратуру. Они и правовую оценку дать. Это мы не можем. Просто мы, врачебное сообщество, возмущены именно методами и формами борьбы. Вот именно вот это нас возмущает. И здесь мы представляем сегодня больше 300 человек подписи. Вот здесь мы собрали со всех районов Абхазии. Это не только меня или еще кого-то. Это все врачебное сообщество возмущает. Мне кажется, есть более такие, до этого были озвучены преступления, которым я никогда, это беспрецедентно, никогда в Абхазии за 30 лет не видел, что кого-то так задерживали. Я не знаю, как будто это террорист или серийный убийца какой-то. Это врачи, которые спасли тысячи жизней. Далее высказались депутаты парламента. Именно сама ситуация перед кабинетом Георгия Вооба, когда присутствовали силовики, руководители силовых ведомств всех. И, так скажем, на линии соприкосновения стояли девочки, медсестры и врачи, которые препятствовали входу следователей без самого так называемого хозяина кабинета, да, который находился в кабинете. И вот здесь не дадут соврать и Адгур Нукзарич, и его заместитель, что мы предложили вариант, чтобы избежать силовых действий. А силовые действия, они уже были на вот-воте, то есть наши медицинские сотрудники могли, возможно, по законному праву пострадать от физического воздействия для входа в данный кабинет. На что мы с коллегами отреагировали, как было здесь замечено, понимание было найдено. В итоге следователи зашли в кабинет, изъяли все документы, из-за которых они пришли, без особых препятствий, не то что без особых, вообще без препятствий здесь. Мы как-то тоже наблюдаем за всеми процессами, которые происходят в стране, смотрим телевизор, за выступлением президента и все остальное. И как-то до коллегии за 20 с лишним дней Аслан Георгиевич, выступая, обратил внимание прокуратуры на дела коррупционной направленности, что если там на коллегии каких-то дел не будет, то мы можем разойтись, потому что мы дальше работать не сможем, потому что у нашего президента цель бороться с коррупцией, мы видим по его заявлениям, внизу ничего не происходит. И у меня сложилось такое впечатление, что весь этот фарс был сделан именно для того, чтобы расположить президента, доказать ему то, что вы боретесь с коррупцией. По факту такого еще вы на коллегии главным этим вашим вопросом был, что на примере республиканской больницы мы так боремся с коррупцией, что там спецназ сейчас работает и всех террористов в белых халатах мы задержим. И все-таки, на мой взгляд, именно это все было сделано для того, чтобы сохранить свои места. Я вообще, если честно, не ожидал, что молодые люди так могут себя вести, чтобы сохраниться в кресле. И у меня такое устойчивое мнение сложилось, что это именно для этого было сделано. Депутат Алмаз Джопу рассказал, что на протяжении нескольких лет большое количество материалов было направлено парламентом в прокуратуру, но, по его словам, никакой реакции нет. Речь идет о несоразмерности реагирования. Как к этому вопросу, так и в целом. Где-то какие-то вопросы, они на 2,5 рубля условно, они могут быть до уровня спецназа, и задержаний со стрельбами, с собаками. А где-то люди могут быть убитыми, они могут миллиардными
делами заниматься, но документы, которые к вам приходят, они, к сожалению, не находят вообще никакой реакции. Якобы поступают в прокуратуру и по ним не дается оценка. В 2020 году ни одного материала я ни от вас, ни от парламента не видел. Это первое. Второе. За все существование прокуратуры материалы, которые там находятся, мы сегодня их поднять, все эти материалы рассмотреть тоже не можем. И вы знаете, наверное, по какой причине. Есть сроки давности истечения уголовного преследования. Это в соответствии это прописано в УПК. Есть акты амнистии, которые вы применяли. Кстати, вы применили в 2020 году, 30 сентября, когда Генеральная прокуратура и администрация президента, мы были против применения такой амнистии. И мы знаем, кто инициировал. И после этого десятки людей были освобождены из СИЗО, Министерства внутренних дел. Но мы же были тогда против. Все материалы, которые... Мы считаем, что дата была не юбилейная, и по этой причине мы были против. Амнистия должна приурочиваться к другим юбилейным датам, к другим праздникам. А в тех условиях, в которых мы находились, и сейчас же мы все говорим, что мы должны бороться с преступностью. Мы понимаем, что это ваша прерогатива, это ваше исключительное право. Это мы понимаем. Но ежегодно применять амнистию или через год, это не актуально. Это не ваша компетенция. Так я говорю о последствиях. Я говорю о последствиях, которые произошли после этой амнистии. Что касается тех материалов, о которых вы говорите, материалы контрольной палаты и все остальные материалы, они рассмотрены, и по ним дана правовая оценка. Все эти материалы, как вы говорите, поднять, рассмотреть в одночасье, это невозможно. У нас не бесконечный ресурс в прокуратуре, мы не безразмерная прокуратура. У нас тоже есть люди, и все они загружены. Мелочами не занимается. И если было заседание парламента, и в отношении там, прокуратуры есть письмо... Ну тогда надо проинициировать. Тогда проинициируйте. Вы пришлите письмо. Заместитель генерального прокурора Услан Тыркбы рассказал, что в республиканской больнице все действия были произведены в четком соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. В свою очередь Услан Тыркбы рассказал о некоторых обстоятельствах, которые имели место перед возбуждением уголовного дела. Накануне тех событий, которые уже после возбуждения, о чем мы повторяться не будем, уважаемый Валерий Владимирович в присутствии Георгия Вооба лично ко мне в кабинет приходил, и он в частности, значит, надо говорить тогда вы. Да, я буду уточнять, кто не поймет. Вы, в частности, с Георгием Вооба, с большой критикой в отношении того, пока еще, обращу внимание, дело не было возбуждено. Тогда только был, значит, издан... как акт прокурорского реагирования, это представление, о чем мы говорили, направлено в Минздрав. И вы же, я имею в виду оба, вы конкретно и Георгий Вооба предлагали мне из контекста этого, значит, фабулы этого представления убрать оттуда персону Георгия Вооба, потому что он ничего там... Это я говорю, чтобы все знали. Это чтобы... Да. Вот до конца давайте говорить правду, до конца. Я хочу сказать, потому что это, я вижу, я не хотел об этом говорить, но это требует внимания, потому что все люди должны знать, все депутаты должны знать, да. И на мой взгляд, отчасти инициатором и, значит, детонатором вот этой ситуации являетесь, дорогой вы, председатель комитета, да, который сегодня, да. Теперь я не договорил, еще хочу продолжить, да. Я хочу процитировать и напомнить вам ваши же слова. Значит, когда вы в своем, когда вы в своей речи употребили такие слова, когда я не хотел бы, чтобы мы с вами вставали оказались в ситуации клинча. Да, вот даже это клинч, да, вы употребили, потому что я его не мог бы, знаете, я его тоже не употребляю, но я запомнил его именно, не оскорбительный, нет, но он был применим к тому, что я, как это понял для себя, он прозвучал с элементами какого-то ультиматума и угрозы, если хотите, да. И дальше, не только это, после этого, когда вы употребили и сказали, не надо нам, не рекомендовалось бы нам в ситуацию клинча вступать с вами, с прокуратурой, то есть вам любое вынесенное вами решение законно я поломаю в суде. Вот такие слова были высказаны вами. Да, вот такие. Нет, еще, к тому, что цель...
В итоге, по итогу цель, как мы разошлись, вы предложили нам, значит, тот документ, который мы внесли, его отозвать, да, вот я на тот момент не было генерального прокурора, он по состоянию здоровья был на больничном, да. И мы так, я вам сказал, что министру здравоохранения я не уполномочен и не могу диктовать, какие меры дисциплинарного характера к тем или иным сотрудникам применять. Я не уполномочен, чтобы фабулу этого представления менять. Приедет генеральный прокурор, я все в точности ему доложу, как оно было и что было. И далее мы с вами свяжемся, и дабы не усугублять тон разговора. А изначально Георгий Вовба задавал дерзкий тон разговора. Он зашел, из первого его поведения слова он начал крайне, это, мягко говоря, возмущаться. Ну, собственно, вот эта ситуация тоже предшествовала тем событиям, о которых мы говорим. Да, вот. Все, я это хотел сказать. Да. Все. А когда это было, можно узнать? Это было накануне, Валерий Владимирович, наверное, сам помнит. Послушайте, когда дату, если это принципиально, это было накануне того, что это, как? В декабре. Данное утверждение Тырба вызвало несогласие депутата Валерия Агрба, который весьма эмоционально высказался по этому поводу. И обвиняете, что я стал детонатором этого процесса? Вы меня обвинили в том, что я именно простимулировал и угрожал вам? Если такие факты есть, вы как заместитель генпрокурора, который поставлены соблюдать закон, обеспечивать верховенство власти, вы в отношении меня, если не возбудите уголовное дело, потому что все, что вы сейчас сказали, если это не клевета, у вас есть на то основание, и будут собраны соответствующие материалы, и вы не представите в парламент, чтобы с меня сняли неприкосновенность и возбудили в отношении меня уголовное дело, я могу добровольно снять, кстати, неприкосновенность себя по просьбе своей. Я это сделаю. Я посмотрю, как вы это, я вам не угрожаю. Естественно, бред собачий, если честно сказать, то, что вы сейчас говорили здесь о том, что я вам угрожал или пытался воспроизвести, я вас предостерегал о несовершении дальнейшего ухудшения в ваших же интересах, что вы не совершили беззаконие. Я вас просил не совершать беззаконие, а не так, как вы сказали, подменить, заменить, кого-то посадить, кого-то убрать. Я пришел с тем, чтобы вас вразумить. И самое главное, что вы своими действиями, вот сегодняшними заявлениями, вы совершаете дискредитацию самой прокуратуры как органа и подрываете доверие населения, наших граждан, к тому, что у нас, в принципе, правовое государство возможно, что мы строим правовое государство. Это вы именно разваливаете эти устои, за что вы и понесете ответственность. Уважаемые депутаты, мы по итогам обсуждения комитета, рассмотрев заявление, сформулируем свои меры реагирования, вынесем их на сессию, ближайшую сессию парламента в соответствии с законом, Конституцией, в рамках закона и в рамках Конституции, в рамках нашей полномочия. А вам я рекомендую, как я вам говорил, подействовать так, как вы заявили. Ответьте за свои слова публичные. Если вы этого не сделаете, будут другие меры реагировать. Я за свое отвечу. Вы мне тоже угрожаете? Вы реагируете. Прямые угрозы с этой генеральной. Что же нашим гражданам тогда делать? Молодцы. Действуйте. На этом закончен. А лучше вам снять погоны и в ковид-центр пойти. Баллоны таскать на вахту. Ты мне угрожаешь, а давай идем здесь говорить. Идем говорить. Потом. Тихо, ты как себя ведете в стенах парламента? На этом заседание парламентского комитета по государственной правовой политике завершилось. Алика Трапш, Алексей Глухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.